Уважаемые жители Республики Коми, добрый день! Сегодня я в дороге, возвращаюсь из рабочей поездки в Ижемский и Усть-Цилимский районы республики и продолжаю ежедневно информировать вас о ситуации. Несколько слов по эпидемиологии. Сегодня в республике лабораторно подтверждено 1067 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составил 35 человек. Всего под медицинским наблюдением в республике 1811 человек, выздоровело 488 человек. Поскольку я был в сельских районах и вот за эти недели посмотрел несколько сел, деревень, пообщался с жителями, увидел очень искренних, открытых, неравнодушных людей. Подкупает то, что это люди, которые очень любят свою землю, душой болеют за свое село, район, за свою республику. Вообще Коми – это удивительно красивый самобытный край, которому, я считаю, нужно очень достойную жизнь и достойное развитие. Причем очевидно, что подходы, которые сегодня действуют во многих городах, они, конечно, не всегда и, как правило, не подходят для развития села, деревень, районов. И мы это будем учитывать. Мы сейчас готовим комплексную программу развития Республики Коми. И вот эта особенность каждого района, каждого села, конечно, будет учитываться на ближайшие годы. Что касается сегодняшнего дня, то работа по реализации различных программ на территории сельских районов, как я и сказал, будет продолжена, и мы, безусловно, будем учитывать и отдавать приоритеты благоустройству сельских территорий, реконструкции автомобильных дорог местного значения, реализации инвестиционных проектов в лесном и агропромышленном комплексах республики. Продолжается строительство школ, садов, детских садов, укрепляется материально-техническая база сельских домов культуры. На селе создаются модульные библиотеки, идет строительство социально-культурных центров. Активно реализуется проект в рамках народного бюджета. Напоминаю, что в этом году размер субсидий на реализацию народного проекта будет увеличен вдвое. Несколько слов о проведении единого государственного экзамена. Президент России Владимир Владимирович Путин принял решение и обозначил сроки проведения единого государственного экзамена. Для сегодняшних 11-классников экзаменационная кампания стартует 29 июня. Республика Коми готовится к проведению ЕГЭ. Сейчас идет работа по оснащению пунктов сдачи экзаменов всем необходимым для безопасности как детей, так и педагогов. Приобретаются необходимые средства индивидуальной защиты, приборы для измерения температуры, отрабатывается схема рассадки учеников в классах. Вузы республики также корректируют свою приемную кампанию, исходя из назначенных сроков проведения ЕГЭ. Готовятся принимать документы дистанционно. Уважаемые жители Республики Коми, на сегодняшний день это вся моя дорожная информация. Всего вам самого доброго. Берегите себя. До завтра.